Главная тема недели – ситуация в Чечне после подписания соглашения по военным вопросам. Победные реляции о подписании этого соглашения в Грозном не сняли множество проблем. Самое болезненное из них – обмен пленными. До сих пор дудаевская сторона не выполнила своих обязательств по освобождению российских солдат и офицеров, оказавшихся в плену боевиков за 7 месяцев Чеченской войны. Репортаж нашего специального корреспондента Бориса Кольцова. Обмен насильственно удерживаемыми лицами, который должен был начаться и завершиться на этой неделе, пока так и не состоялся. В начале недели 2 российских прапорщиков обменяли на 3 чеченцев. Но это произошло благодаря договоренности 2 командиров с российской и чеченской сторон. Прапорщики были пленными всего несколько дней. Судьба же российских солдат, находящихся в плену с января, и чеченцев, направляемых в фильтрационные пункты тоже с начала года, до сих пор вызывает вопросы. Все еще не определена не только дата обмена, но и кого на кого менять. На 1300 человек я список отдал. Это фиктивно, потому что ни одного там человека нет. Вы выслушайте меня. Слушаем мы вас. Если только нет кого-то, определен порядок комиссии. В этом списке пишется заявление, когда, в какой срок, в какое время, где он пропал. И эта комиссия предпринимает все меры для розыска. К концу недели подобная система розыска стала давать результаты. Чеченская сторона даже благодарила за помощь в поисках генерала Романова. Однако таким образом было найдено пока только несколько десятков человек. Чеченцы же хотят освободить тысячи. По нашим оценкам, российская сторона удерживает до 9 тысяч граждан Чеченской Республики Ичкерия. Это в основном мирные жители. Что же касается пленных военнослужащих российской армии, то по оценкам людей, уже несколько месяцев занимающихся их освобождением, в горах сейчас находится около 90 человек. Есть сведения, которые получены из тех источников. Освободили кого-то. Он говорит, вот я с этим находился. Матеря ездили, видели список своих сыновей, введено еще в других местах. Поэтому вот подтверждение хотелось бы услышать со стороны чеченской стороны, но пока такого нет. В официальный список, поданный чеченской стороной, внесено пока только 7 человек. По версии дудаевцев, большинство они уже освободили, еще до подписания соглашения. Мы освободили, передали российской стороне 179 человек. На сегодняшний солдат, офицеров, рядовых, даже боевые действия шли, мы отдавали. Меняли прапоры, матерям отдавали, депутатам отдавали. Но нету ответных действий. Понимаете, получается, что мы как падчерица или как вообще униженная сторона. Не исключено, что чеченцы специально затягивают обмен, откладывая предоставление полного списка военнопленных с ссылками на трудность сбора информации в горах. Они стараются выяснить как можно больше о своих соотечественниках, находящихся в руках федеральных сил. Еще одна возможная причина несогласия отдельных полевых командиров с подписанным соглашением. Отказываясь выдавать находящихся у них пленных, они таким образом выражают свой протест. Но пока, несмотря на все трудности, идею обмена всех на всех нельзя назвать обреченной. Если сторонам хватит выдержки и они постепенно наведут порядок в списках, внесенные в них люди могут получить свободу. А тем, кто всю неделю ждал известия о своих близких у ворот ОБСЕ и надеялся, что их мучения вот-вот кончатся, видимо, нужно запастись еще терпением. Если, конечно, на это есть силы. Борис Кольцов, Владимир Молчанов, НТВ, Грозный. 42 дня шли к соглашению по военным вопросам участники переговоров в Грозном. Все это время в столице Чечни работал наш специальный корреспондент Андрей Черкасов. В сегодняшнем материале он попытался подвести итоги этих 6 недель. Когда же будет подписано соглашение? Подобный вопрос, адресованный обеим делегациям, журналисты задавали ежедневно. Самый длинный за всю историю переговорного процесса в Чечне. Грозненские встречи временно прерваны. Ровно 42 дня стороны убеждали друг друга в том, что войну пора остановить. В отличие от многочисленных предыдущих попыток, когда переговоры либо просто отменялись, либо срывались через час после начала, на этот раз делегации не могли позволить себе разъехаться с пустыми руками. Буденновск, из-за которого начались встречи, заставил Москву поверить, что российско-чеченская война может вестись не только в республике. Однако акция Шамиля Басаева в небольшом ставропольском городке не единственная причина обоюдного желания сторон договориться. Накануне предстоящих выборов Кремлю как воздух было необходимо показать заинтересованность в мирном урегулировании. Именно поэтому российская сторона согласилась обсуждать вопросы, упоминания которых ранее было немыслимо. Все предложения, рассматриваемые за воротами миссии ОБСЕ в Грозном, поделили на 3 основных блока – военный, политический и экономический.
На решение первого потребовалось чуть больше недели. Договоренность о прекращении боевых действий и диверсий, поэтапном выводе федеральных войск и разоружении боевиков, а также обмен всеми пленными и заложниками, была закреплена в протоколе еще в конце июня. Но с оформлением соглашения не спешили. Москва хотела подписать политические и военные блоки одновременно. В ее понимании вывод войск не мог начаться без уверенности в том, что Чечня – неотъемлемая часть Российской Федерации. С данной позицией о территориальной целостности правительственная делегация приехала в Грозный и ни на шаг от нее не отступила. Впрочем, то же самое сделала и противоположная делегация. Так что затянутость переговоров объясняется упорством сторон относительно статуса непокорной республики. Неизвестно, сколько бы еще раз приезжали делегации к Голубым воротам ОБСЕ, заранее зная о безрезультатности, если бы власти в Москве не согласились отложить политические вопросы до лучших времен. Статус республики будет определен после осенних выборов. При этом российская делегация, явно испытывая давление сверху, до последнего оставляла в военном соглашении политические требования. За день до подписания военного блока в предложении делегации Михайлова стоял пункт о нулевом варианте. В отставку уходят все лидеры республики. И Хаджиев, и Автурханов, и, конечно же, Дудаев. В конце концов, убедившись, что этот вариант неприемлем чеченцами, правительственная делегация убирает его в обмен на официальное осуждение дудаевской стороной всех форм терактов и содействие в розыске и выдаче Шамиля Басаева. Басаев очень принципиальный вопрос для Москвы, в особенности для нынешнего министра МВД Куликова. На переговорах он постоянно о нем упоминал и требовал незамедлительного ареста командира абхазского батальона. Удастся ли бывшему командующему федеральных войск своего добиться, мы узнаем со временем. Пока же войска оставляют за собой право искать террористов. Говоря о переговорах в целом, можно сказать, что они проходили достаточно закрыто. Их участники не особо делились с прессой, а вечерние совместные заявления содержали в себе больше общих слов, чем конкретики. Бывали дни, когда делегации объявляли мораторий на комментирование обсуждаемых вопросов, и, словно набравши в рот воды, стороны молча проходили мимо журналистов. Грозненские переговоры несколько раз были на грани срыва. К этому приложили руку и депутаты с недоверием правительству, а также безумным проектом отделить два района Чечни в пользу Ставропольского края, и угроза Басаева взорвать ядерный реактор, и выступление Дудаева по подпольному телевидению, в котором он обозвал российскую делегацию крохоборами, и многое другое. Но, пожалуй, самой серьезной провокацией за последние 42 дня стало убийство семьи Чапановых в пригородном районе Грозного. В тот день только по счастливой случайности удалось избежать столкновений. Митинги и шествия захлестнули город, а войска были переведены в боевую готовность. Несмотря на заявление Имаева о прекращении переговоров до поимки убийц, встречи решили продолжить. Преступники до сих пор не найдены, даже не ясно, кто расстрелял всю семью. Интересным аспектом переговоров в Грозном стало участие в них новой чеченской власти в лице Комитета национального согласия Хаджиева и Комитета национального возрождения Автурханова. Третья сторона каждый день приезжала на переговоры и очень старалась сыграть в них весомую роль. Сделать этого им не удалось. По имеющейся у нас информации, дудаевцы игнорировали оппозицию. Пренебрежительное отношение чувствовалось во всем. От многочисленных прорывов боевиками и оцеплений местной милиции до отсутствия подписей третьей стороны под военным соглашением. Если Хаджиев и Автурханов терпели, то радикальная оппозиция Гантимирова и Лобазанова в открытую осуждала переговоры. Гантимиров, мэр Грозного, вообще требовал перенести встречу в Бамут, послал письмо в ОБСЕ, в котором не гарантировал безопасность делегациям, а в интервью газете «Северный Кавказ» обвинил международных наблюдателей в пособничестве Дудаеву и заявил, что в случае возврата Джохара со своим отрядом продолжит войну. Тем не менее, война приостановлена. В Грозном подписано соглашение, идут военные консультации, производится постепенный обмен пленными. Делегации разъехались, так и не приступив к решению политического блока. До сих пор не ясно, что ждет Дудаева, и нигде официально не закреплено положение о предстоящих выборах. Как скоро возобновятся грозненские встречи, пока тоже неизвестно. На совместной пресс-конференции после подписания военного соглашения стороны много говорили о важности переговоров и благодарили друг друга за терпимость. Однако, в отличие от чеченской, российская делегация забыла поблагодарить Организацию по безопасности и сотрудничеству в Европе за нормальную работу в течение всех 42 дней. Андрей Черкасов, Вячеслав Уткин, НТВ. Итоги.